Под занавес школьных каникул в первый день святок в Чувашском государственном театре оперы и балета состоялась традиционная республиканская благотворительная рождественская елка. В этот раз она была юбилейной, 20-й. Этот праздник проводится с 2000 года, но его всегда отличает что-то новое. На этот раз все началось в фойе у вертепа, где звучали церковные песнопения и колядки. Праздничный концерт впервые открыл сводный хор из 4 певческих коллективов. Дети вдохновенно спели «Тропарь» – главное песнопение рождественского богослужения. В составе этого хора были юные певчие воскресной школы Покровско-Татьянинского собора, ученики Канашской музыкальной школы имени Максима Дромидонтовича Михайлова и Чебоксарской имени Василия Воробьева, православный класс Канашской школы номер 11. После общей молитвы епископ Мариинско-Посадский Игнатий зачитал приветствие митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы к участникам и организаторам елки и поздравил всех, кто собрался в зале и на сцене. Желаю, чтобы все вы были в добром здравии и чтобы мир Божий всегда пребывал в ваших добрых сердцах. Вспомнить евангельское событие, представить, что происходило в Вифлееме 2000 с лишним лет тому назад, помогают зрителям участники концерта. Не было места в ту ночь в гостиницах и домах, и Богородица, которая должна была родить младенца, нашла приют в жилище для домашнего скота. Там было тепло. Животные своим дыханием согревали вертеп. И маленького Иисуса его мама положила на сено в ясли, кормушку для скота. В это время на небе зажглась звезда, ярче которой никогда не видел мир. О том, что было дальше, вам споют участники нашего концерта. Чтобы попасть в программу рождественской елки, детским коллективам приходится немало поработать. Выучить песнопения и колядки, песни духовного содержания. Ведь именно они несут в себе глубокий смысл праздника, который должны осознать дети. Это духовный праздник. Он, так сказать, чистый, и вообще его отмечают 7 января. И получается, из истории я знаю, что раньше Рождество считалось началом года. Наши пастухи сегодня там пасли стада, полностью преобразилось все как никогда. Свет великий воссиял, словно белый день настал, то на небе появилась новая звезда, и неслыханное пение с неба полилось. Это множество над ними ангел собралось. Слава Вышнему Богу, слава Вышнему Богу, слава
Строго отбираются для рождественского концерта и танцевальные номера. Все, что исполняется на сцене, должно соответствовать духу культурных традиций России. Мягкое и тепло связываются с темой Рождества колыбельные. Ведь этот праздник в христианстве считается самым детским праздником года. Обернусь белой кошкой, да залезу в колыбель. Я к тебе, мой милый крошка, буду я твой министрель. Буду я сидеть в твоей колыбели, да весь колыбельный я, чтобы колокольчики звенели, цвели цветы хмельный я. Рождество, сказка «Щелкунчик» и музыка Чайковского в русской культурной традиции всегда были нераздельны. По-своему чувствуют это даже самые маленькие. Сегодня елка просто замечательная. Мне понравилось, как выступали дети, пели, как маленькие дети выступали, как танцевали. Ты не жалей ни о чем и храни себя. Помни, родная, о том, что с тобой, друзья, столько лиц, обращенных к тебе, молятся и ждут, веря, что все на земле счастье найдут. Россия, матушка, лучше верится, река по камушкам, снег до метелица, склоняя голову, сердце тебе дарю за слезы эти, что льешь столетия. Мне очень понравилась песня «Россия, матушка».
танцевали под эту песню, и я чуть не расплакалась, потому что в этот день родился Иисус Христос, Бог. И это очень духовный праздник. И как вот, я хожу в Веденский собор. У нас этот праздник очень духовно празднуется. У нас стоят елки, у нас поют рождественские песни духовные. Духовные песни поют и на рождественской елке. И это привлекает сюда верующих людей со всей республики. Не только сам приезжаю, но привожу свою воскресную школу сюда, практически она у меня сейчас в полном составе сюда приехала. Детям очень нравится, и каждый год они это ждут с нетерпением. Владыка митрополит Варнава как сказал, это праздник детей. Мы действительно для детей стараемся делать праздник в полном объеме, который надо им преподнести. И дети, наверное, видят это, радуются, славят Бога и хотят ходить в церковь. Этой песней юные артисты обозначили одну из главных тем рождественской елки. Все мы равны перед Богом, и каждый достоин любви и внимания. А продолжением стала другая песня, уже в исполнении хора «Солнышко». Она о том, как по-настоящему, по-православному нужно отмечать Рождество. Давайте делать добрые дела, наполним души праздничным сиянием, ребенку скажем нежные слова, и стариков порадуем вниманием. Давайте день улыбками встречать и радоваться каждому мгновению, и с легким сердцем ближнего прощать, и помогать всегда без сожаления. Давайте жить без совести и зла, украсим землю дивными цветами. Давайте делать добрые дела, и мир наш меняться вместе с нами. Давайте делать добрые дела. Давайте делать добрые дела. Давайте делать добрые дела. И мир начнет меняться вместе с нами. Добрые дела. Делать добрые дела – это цель всех тех, кто причастен к организации благотворительной рождественской елки.
Ежегодно в подготовке и проведении праздника принимают участие десятки бескорыстных помощников всех возрастов и профессий. Несколько лет подряд в их числе и православные добровольцы Чувашии. Организаторами этой елки являются общественники, культурно-просветительский центр Чебоксарской епархии и благотворительный православный фонд «Рождество». Их поддерживает Общественная палата Чувашии. В качестве благотворителей проекта предприниматели и малые предприятия, скромные рядовые люди и депутаты. Слова благодарности трем. Значит, первая очередь это Николаю Владимировичу Малову, депутату Государственной Думы Российской Федерации, Анатолию Геннадьевичу Аксакову, депутату Государственной Думы Российской Федерации. И очень большая поддержка со стороны театра, музыкального театра, который абсолютно бесплатно предоставил без всякой аренды вот эту елку для того, чтобы у детей сегодня был праздник. Рождество, прекрасный праздник, праздник чудес, сказок для детей. Мы просто делаем подарки, без разной партийности, без разной политики. И вообще хочется в этот праздник пожелать только, чтобы дети верили в эту сказку, верили в эти чудеса. Они надеялись, что это все у них свершится. Им будет просто легче жить, когда они будут с такими желаниями жить, значит все у них будет свершаться. Только на позитиве. Я уверен, что все вы ощутили ту атмосферу, энергетику, которая царит в этом зале, добра и мира, праздничного чуда Рождества Христова. Дорогие друзья, давайте дарить добрые дела. Это слова из замечательной песни в исполнении хора «Солнышко». Я считаю, что они должны стать основой нашего праздника, нашей жизни и бытия. Тех, кто ежегодно тратит свои новогодние каникулы на то, чтобы помогать организаторам подготовить воспитанников к выступлению на главном православном детском празднике года, депутат Государственной Думы Николай Малов отметил благодарственными письмами и подарками. Это преподаватель Чебоксарской детской музыкальной школы имени Василия Воробьева Елена Ананьева, директор Канашской детской музыкальной школы имени Максима Дормидонтовича Михайлова Лиана Андреева, руководитель Народного детского танцевального коллектива «Радость» Зоя Бачурина. Благодарности Общественной палаты Чувашии удостоены преподаватель Чебоксарской детской музыкальной школы имени Василия Воробьева Галина Иванова, много лет работающая с хором «Юные миссионеры», и руководитель воскресной школы Покровско-Татьянинского собора Евгения Лебедева. Среди награжденных и общественник Владимир Никоноров. 20-я елка. Я волнуюсь, честно говоря, волнуюсь я сегодня тоже, как в первый раз на этой сцене. Столько лет, и не дадут мне соврать мои близкие, что много раз я говорила себе, что эта елка последняя в моей жизни. Но каждый раз всемилостивый Господь посылает и силы, и дух, и людей, которые помогают устроить этот замечательный праздник. Конечно же, за 20 лет выросли целые поколения. И те, кто приходил сюда, держась за мамину юбку, сегодня приводят сюда своих детей. Те, кто танцевал на этой сцене, помогает за сценой, помогает устраивать уже этот праздник. И мы видим, как те люди, к которым мы обращались со сцены, как они становятся взрослыми и сохраняют в себе веру Христову. И это замечательно. «Пусть миром правит любовь» пела в финале концерта незрячая певица Галина Никитина. «Пусть миром правит любовь» вторили ей жестами сурдопереводчики лицея номер 2 и ученики школы для глухих и слабослышащих. Любовь – то главное, к чему призывал Иисус Христос. То, без чего невозможно на земле ни радость, ни счастье. И это то, без чего невозможно понять смысл величайшего события, которое называется Рождеством Христовым. Пусть миром правит любовь, так было и так будет вновь, пока живут на свете люди. Пусть миром правит любовь, не нужно лишних слов, так было и всегда так будет. Пусть миром правит любовь, так было и так будет вновь,
Концертом праздник Рождества в оперном театре не закончился. В фойе еще долго раздавались необычные для театра звуки. У звонницы, которой заведовал Илья Михайлов, образовалась целая очередь из желающих собственноручно позвонить в колокола. А у вертепа, сменяя друг друга, малыши славили Рождество Христово. Будем хорошо петь, да? И обязательно получим конфетки. Давайте. Яркая звездочка на небе горит, мама у елочки детям говорит. В целом мире торжество, наступило Рождество, наступило Рождество. В целом мире торжество, наступило Рождество, наступило Рождество. Спать нам не хочется в эту ночь совсем. Хочется город выгнеем, посмотреть на торжество, там, где было Рождество, там, где было Рождество. Посмотреть на торжество, там, где было Рождество, там, где было Рождество. Чудесно! Аплодисменты! Как же вы красиво поете! Звездочка лучистая, чудо из чудес, и я тебя увидел в темноте небес, словно яркий бриллиант надо мной сверкаешь, и в рождественскую ночь сердцу радость даришь. Звездочка лучистая, чудо из чудес, как ты ярко светишь в сумраке небес. Мне все понравилось, у меня хорошее настроение сегодня. Мне понравилось позвенеть на колокольне. И мне подарили иконку маленькую. Необычная елка, это просто чудеса. Нам этот билет подарили неожиданно, прям в последний момент. Я это рассчитываю как вот подарок на Рождество. И не поехать, из Новочебоксарска мы мчались, мы опоздали, но тем не менее для нас это такое чудо. И вот этот колокольный звон, мы практически вот эти последние минуты услышали, но все равно мы настолько счастливы, что просто это, не передать словами. Колокольный звон, икону подарили Полину, она настолько была рада, подарок. И вот это для нас радость, счастье. Действительно, вот то чудо, которое сотворил Господь. Мы бываем на этой елке каждый год. Девочки были еще маленькие. Нам очень нравится. Выступают коллективы танцевальные, очень красиво. Сейчас старшая дочь начала заниматься танцами, и она уже с профессиональной точки зрения сама захотела сюда прийти и посмотреть, как выступают другие дети, ее ровесники. Очень приятно получить подарки. Хороший, радостный рождественский праздник. Спасибо за него организаторам. Будем приходить сюда с третьей дочкой на эту елку дальше.